Короче, день второй. Мы решили отрегулировать клапана. Видимо, из-за этого у нас совершенно она не едет. Уже приступили к разбору. Самое интересное еще впереди. Будем держать в курсе. Карбюратор новый. Карбюратор новый. Вот, только заслонка подсоса, вот видишь, она не встает до конца. Я вчера пробовал ее крутить, она как будто пружинка, короче, не держит. Видишь, во? А только этого, видишь, газом газанешь, она быстро встает так. Хотя по идее должна вот так стоять. Нет, это... То ли пружинка, то ли тяга. Тросик надо. Тросик надо пробовать. В общем, мелочи жизни. Самое интересное, главное, чтобы она поехала, попробовать ее сразу в снег загнать. Пока не холодно. В общем, проблема оказалась намного глубже, чем хотелось бы нам. Если это показать надо просто. Вот она. Валяется прямо здесь. Сейчас придется снимать распредвал. Вот этот человек не хочет снимать распредвал. Отказывается. И все делать по феншую. Поэтому все гремело, не ехало и прочее. Отрегулировали клапана, называется. Сейчас неожиданно, короче, капиталку сделаем сразу. Сейчас вскроется распредвал, там, капиталочка, там все дела. По канонам, короче, Жигули вода. Короче, мы решили попробовать снять, не снимая распредвал. Да? Короче, сейчас вообще тачка полетит. Сейчас поедем с Хайсом в бездорожье. Тут есть поблизости бездорожье? Ну, можно ко мне поехать. И там точно не, да? Там-то да. Там оффроуд конченый. Будет весело. Чую я, будет весело. Вот можно даже показать, кто это делал. И вот тут есть графа. Вот видите, регулировка клапанов. Взяли 1500 рублей и что-то сделали, что оказалось это у нас в руках. Нормально, да? Как ты относишься к таким сервисам? Положительно? Да. Я тоже. Все так делают же. Они не затянули, короче. Ну я так говорю, там полет что-то не затянуто было. Раз они сюда залазили, и что-то отвалилось, соответственно, что-то не дозатянуто было. Логично. Не затягивают что-то там. А, ну вот, откручено. Короче, регулировка клапанов была, видимо, что-то пошло не так, они такие, да ладно, не будем делать. Оставим крышку обратно. И поставили. Короче, Чупс 020 на выпуске болтается конкретно. Как болтается? Просто. Ну, там вообще болтается. Как я бы сказал в ведре, ну ладно, не буду. Буду сегодня вежливым. Или в черном-черном лесу, или в черных-черных горах. Неважно. Это не история, в которой вы закричите в конце. Это история про автомобили Лада и специальную серию Black. С черной крышей, потолком, зеркалами и дисками. Реклама Все-таки закричали Лада, специальная серия Black. Только светлые эмоции от черного-черного. Тоже Подробно. Процесс идет, процесс вперед, почти закончили регулировку. Остались вот последние два клапана. Прокрутили, все верно. Два осталось, один вот, даже один был нормальный, а вот второй вот, который был, кстати говоря, откручен, от которого отлетела пружинка. Вот, сейчас сделаем, будем собирать, заводить, пробовать проверить зажигание, там, посмотрим, там уже по ходу дела будет понятно, хотя бы как машина будет работать. Так что ждем.
Подкачали топливо, погнали. Бля, как тихо она работает, оказывается. Подсосик вытяни. Пусть прогреет. Да это балдеж. Это просто балдеж. Как тихо. Класс. Охеренная история. Только не перевернись, блядь. Вообще валит нормально по безрою. Только что там по сугробам. Вообще не чувствует. Не перевернись, бля. Где хуевая дорога? Да. Это техника. Вот. Выездная практика прошла успешно. Машина работает четко. Полазили по снегу. В общем-то все. Осталось прокачать, наклеить наклейку. Используем мы только качественные материалы. Удалить царапин. Это лучший детейлинг. Вот все рекомендуют такую пасту. Имейте в виду.